Дикардо, покажи автомат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. И сразу вопрос. Украина победит? Уверен на 100%. Иншаллах победит. Так, валикум салам. Ну, как вы знаете, я сейчас в Украине. Я хотел давно сюда приехать, по некоторым причинам, там, не так-то легко было на самом-то деле. Вот, с первых дней, когда вот в этом году война вот началась, сразу мысль была, я должен туда поехать. И, как вы видите, я здесь, в Украине, со своими братьями, а также с нашими братьями по оружию, как говорится. И я вижу дух чеченцев, дух украинцев, других наших братьев. Здесь не только чеченцы и украинцы воюют. Здесь люди с разных стран, которые видят вот это варварство фашистского режима Путина. И вот приехали воевать против этого режима, против этих российских оккупантов. Были разные встречи с местными людьми, организациями. Так, сжато скажу. Вот, они были рады встретить нас. Много говорили о войне против чеченского народа, этого фашистского режима Путина, о тех зверствах российских оккупантов, которые они совершали на нашей земле. Вот, как, к примеру, здесь вы знаете про Бучу, вот это варварство российских оккупантов, когда русские пришли и начали убивать мирных жителей, так же, как они убивали наших братьев и сестер в Самашках, в поселке Новые Алды. Вот. То же самое произошло здесь, в Буче. И мы пытаемся донести до мировой общественности, что то же самое происходило на нашей земле. Также и даже хуже вот эти русские оккупанты убивали нас. Но много привожу случаев, примеров. Я взял с собой документы, где показано, где зафиксированы вот эти случаи, этой жестокости русских оккупантов. И привожу такие примеры, как, например, вы помните, вот чеченцы помнят, как в городе Грозном, там есть остановка Бутенко, это на поворот, как мы называем, 60 лет октября, совхоз там есть, ну, старое советское название. Так вот, там забрали молодых парней, этих парней они связали, русские оккупанты, и подорвали на взрывчатке. Вот. То же самое и в других наших селах. Вот такое зверство было показано этими русскими оккупантами. В Курчалоевском районе. Например, в том же Курчалоевском районе людей закапывали живьем. Вот. Закапывали живьем. И я это все рассказываю здесь им. Вы помните, как в октябре 1999 году они нанесли удар по центральному рынку, по мечети, по больнице тактическими ракетами. Вот. И убили сотни людей. Сотни убитых и раненых было. Как эти ракеты называют, земля, земля. Потом эти бессовестные фашисты начали говорить, что чеченцы что-то подорвали и убили своих, чтобы обвинить в этом Россию.
без какого-либо стыда и совести, вот, они сегодня говорят то же самое в адрес украинцев. И кто-то здесь ищет оправдания, что якобы Россия не виновата, это Украина виновата. Да, мы же это проходили, мы же это знаем. Нас же тоже так же осуждали, обвиняли. Якобы чеченцы начали войну против России. Да, это вообще неправдоподобно. Мы всегда предлагали мир, хотели его до конца. Вот. Это вся проблема в том, проблема чеченцев, проблема украинцев в том, что у нас такой неадекватный, агрессивный, бесстыжий сосед, от которого можно ожидать все, все что угодно. Пойдет на любую подлость, вторгнется на любую территорию и заявит, что это моя территория. Вот оккупант, агрессор, бандиты, фашисты и террористы. И вот во время своих встреч здесь я пытаюсь донести другим людям, что эти террористы не остановятся на Украине. Они пойдут дальше. И пойдут на Балтику, пойдут на Польшу, Финляндию, может, в Казахстан, никто не знает. Таковы планы у этого бандита. И, как я сказал, вот, когда я начинал этот эфир, что я недолго его буду делать, мне сейчас надо ехать, очередная встреча. Хочу подчеркнуть еще один момент. Есть такие здесь клоуны, которые выступают за Путина, за Россию. Я про чеченцев, которые приехали якобы воевать вот, против Украины. Еще раз подчеркиваю, еще раз говорю, что это не чеченцы, это, как уже их называют, четкое имя дали им, тиктокеры. Они из себя ничего не представляют. Это не воины, это самые настоящие трусы. Только трус пойдет на предательство, будет служить врагу, который убивал твой народ. И ничего мужественного у этого предателя, у этого бандита нет внутри. Единственное, что они знают, это истязать свой народ. Мы это слышали, мы это видели, вот публично унижать его. То есть служат верой и правдой, любовью этому бандиту и фашисту Путину. Вот. Я их своими не считаю и не буду считать. И не считают другие, которые не считают и другие люди, которые помнят свою историю, любят свой народ. Вот. Мы их считаем предателями. На самом-то деле я тут спрашивал у военных, которые были на фронтах, на разных фронтах здесь. Эти тиктокеры, эти клоуны в действительности находятся в тылу. Их нет на фронтах, на передовой нету их. И занимаются, вот, снимают там ролики разные, ну, вы все это видели. Все это видели. И, наверное, под конец добавлю, что были такие тут чудики, которые выступали. Я в Киеве со свободными людьми, и с чеченцами, и с украинцами, и с другими нашими братьями. Вот я сейчас нахожусь с ними. Нет, я батальон создавать не буду, тут достаточно батальонов, вот, и какие-то еще батальоны создавать, я думаю, здесь не надо. Тут есть все. И заканчивая свой эфир, я просто хочу
еще подчеркнуть такую важную мысль, которая у меня была. Я считаю, что вы, мои братья и сестры, вы должны поддерживать тех, кто сегодня воюет против российских оккупантов с нашим флагом, за наши идеи, для того, чтобы вернуться на свои земли, я уверен, что это будет скоро, потому что все это идет к этому. Это последняя агония этого фашистского режима. И, иншаллах, не будет этих истязателей, вот, как я сейчас говорил, тиктокеров. Они скоро будут искать место, куда спрятаться. Вот. Так что все будет хорошо, иншаллах. Мегаду. Масира Аллах эту боль. Теперь я завершаю эфир. У меня тут скоро встреча. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаху акбар. Yes, uma cigarra.